Ради зрелищной фотографии этим смельчакам не страшны никакие скалы и обрывы. Первое место, куда прибыли гости нашей республики, это Цейломский перевал. Ни одна камера в мире не способна в полной мере передать всей красочности этого места. Также и туристы не могут в полной мере описать свои эмоции и впечатления при виде этих живописных пейзажей. Тут главное не бояться и просто наслаждаться, наверное, видом и не бояться, и все. Вот у меня первое, мне казалось, что я даже не залезу на это, а вот когда начинаешь, уже нет, назад не остановить. Дышится нереально круто. И можно совет, если вы идете в горы, не одевайтесь тепло, а надевайте перчатки. Лучше гор могут быть только Ингушские горы. По крайней мере, так считает Екатерина Мамыкина, которая приехала специально из Сочи в качестве туроператора. Она уже успела побывать во многих необычных и красивых уголках России. Девушка признается, в Джейрахе ощущается какая-то особенная атмосфера, притягивающая сюда снова и снова. Погода великолепная, все очень хорошо видно, заснеженные верхушки гор. Тепло, думали, что будет холоднее, взяли целый чемодан вещей, но ничего практически не пригодилось. Мне здесь очень понравилось, великолепный вид, потрясающие горы. Надеюсь, что мы сюда еще вернемся. В начале своего пути журналисты, блогеры и туроператоры решили остановиться именно здесь, на Цейломском перевале. Это, пожалуй, одно из самых значимых мест для ингушского народа, называемое каменным сердцем Ингушетии. Это, кстати, такое одно из лучших мест для фотосессии, но вы сами были свидетели полетов, всего такого. Вот. Поэтому очень много было интересных кадров. Это все будет выкладываться в социальных сетях, будет также будут писаться статьи и используя разные хэштеги, чтобы продвигать уже туризм в нашей республике. Многие стараются сделать как можно больше фотографий и забывают, как быстро летит время в окружении этой природной красоты. Чего стоит только один горный воздух, которым порой невозможно надышаться. Настолько он чистый, а для некоторых даже и лечебный. И даже погода сегодня на стороне гостей нашей республики. Скалистые и неприступные склоны горы Цейлом, высота которой составляет почти 3200 метров, очень часто скрыты туманом или окутаны облаками. Возможно, изменчивый вид горы в глазах средневековых ингушей придавал ей ореол святости и таинственности, но сегодня погода благоволит гостям из нашей республики, и все же пора двигаться дальше. Через горный Цейломский перевал туристы направляются в Джейрахское ущелье. Около 15 минут в пути, и автобус с журналистами и блогерами останавливается рядом со средневековым поселением Игикал, самым крупным в горной Ингушетии. По тем башням, которые есть, можно угадать, где были другие башни. Тут видно, что согласно одной версии было где-то 8, согласно другой версии было 11 башен. То есть представляете, что просто вы оттуда заехали, как всадник, да, и вот они башни, увидите селение, как такой, как большой город. В настоящее время здесь сохранилась одна целая боевая башня и более 60 руинированных башенных сооружений. В прошлом Игикал являлся культурным, политическим и экономическим центром горной Ингушетии. Пытаясь описать свои впечатления при виде этих величественных сооружений, даже опытные журналисты не сразу могут подобрать нужные слова. Именно история, глубина истории народа, республики, она это очень ценно. Я вот слушаю гида или человека, который очень хорошо знает историю, рассказывает, неохота отходить, именно интересно слушать, и воображение рисуется, как здесь все раньше проходило, как был устроен быт. Классно. Побывав здесь единожды, гости республики понимают, сюда хочется возвращаться снова и снова. В свою очередь, наш гостеприимный народ всегда рад новым гостям. Знаете, Кавказ это удивительная вещь, но я и раньше слышала о том, что ты не видел Кавказ, если ты не был в Ингушетии. И вот теперь, когда я здесь, конечно же, все это подтверждается. И самое главное, чтобы были здесь не только журналисты, а туристы со всего мира действительно тянулись сюда, потому что это жемчужина мира, и ее нужно видеть. Самое интересное, что Кавказ меняется, и даже если ты приезжаешь сюда второй раз, ты как будто бы видишь совершенно иные горы. Уже ближе к вечеру для гостей нашего региона провели экскурсию по столице Ингушетии, городу Магаз. Журналистам и интернет-блогерам показали современные остановки, скамейки с подогревом и бесплатным Wi-Fi, электронные библиотеки, таксофоны, планшеты для связи жителей с городской властью и многое другое. Конечной точкой экскурсии стала самая высокая в СКФО 100-метровая башня Согласия. Поток в последнее время увеличился, это примерно процентном соотношении процентов на 30. Это, к примеру, в неделю мы наблюдаем туристов около 1000 человек в неделю примерно. Это вне туристического сезона, да? Да.
Сегодня Ингушетия является одним из самых быстро развивающихся регионов в туристическом направлении. Как пример можно привести современный всесезонный туристический комплекс Арамхи в Джейравском районе. На территории курорта расположена горнолыжная трасса протяженностью 1200 метров. С мая 2014 года трасса внесена в реестр спортивных объектов, что позволяет на базе курорта проводить международные и российские чемпионаты по горным лыжам. Открытие зимнего сезона состоится 20 декабря. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.